Сәлеметсіздер ме, қымбатты достар? Сегодня мы начинаем знакомство с глаголом. И это не времена глагола и не инфинитив, а будет основа глагола. Потому что, как говорит само название, основа является основанием для образования любой формы глагола. Все формы глагола образуются от основы. Итак, сегодня у нас 20-й урок. Основа глагола. Основа – это неделимая часть слова. В казахском языке основа совпадает с повелительным наклонением или с повелительной формой глагола. Итак, жаз переводится «пиши», бар – «иди», айт – «скажи», кель – «приходи», ал – «возьми». Вот мы поднесем сюда перевод. Все формы в казахском языке образуются от основы. Зная основу, в дальнейшем не будет проблем с присоединением аффиксов. А казахский язык – это сплошное добавление различных аффиксов к основе. На мониторе мы видим глаголы в основе, а основа глагола, как мы уже говорили, совпадает с повелительной формой глагола. Жаз – это «пиши», бар – «иди», айт – «скажи», кель – «приходи», ал – «возьми», кара – «смотри», ока – «читай». Теперь к ним добавим различные аффиксы и образуем другие формы глагола, чтобы дать общее понятие об основе глагола. Итак, открываем шторку, добавляем аффиксы: жазу, барды, айта, добавляем сразу два аффикса: айтады, келген, алмады, қарап жатыр, оқылған. Теперь мы переведем эти слова на русский язык. И получается: жазу – писать, барды – ходил, айтады – скажет, келген – пришел, пришедший, алмады – не взял, қарап жатыр – смотрит, оқылған – прочитанный. Мы здесь дали только 7 форм глагола, а глагол в казахском языке имеет более 70 форм. Но пусть это вас не пугает. Как говорится, дорогу осилит идущий. Если у человека есть желание учиться, он может выучить язык, несмотря ни на что. И завершая урок, мы можем сказать, что основа глагола – это неделимая часть слова. Она совпадает с повелительной формой глагола, и все формы глагола образуются от основы.